Всем привет! Сегодня бы хотел записать видеоролик по игре на варгане. Почему я решил это сделать? Потому что, будучи на фестивале Крутушка и на фестивале Вот Этно, это первые мои опыты в езде на фестивале, я убедился в том, что многие держат варган неправильно и вообще, в принципе, как говорят, играли на варганах, но, в принципе, не понимают всей сути игры. Сейчас я хочу записать видео, которое бы, скорее всего, бы очень помогло тем людям, которые встречаются с чувствительными варганами. И как бывает, что-то варган цокает, и ну его нафиг, он неправильно сделан. То есть человек не понимает, что он в этой ситуации не умеет играть, потому что на хороших варганах обычно бывают мелкие зазоры. Ну вот, например, мои медные варганы, то есть размером 90 миллиметров, у них маленький зазор, но мягкая рама, так как это медь. Вот. И не каждый на таком варгане сможет играть. Но после обучения на крутушке и на Вот Этно, когда я им показывал, как нужно держать варган, как с ним правильно обращаться, люди начинали играть, и даже начинающие, которые не знали, как играть на варганах, умудрялись играть на очень чувствительных варганах. Поэтому хочу сейчас как бы поделиться своим опытом, знаниями, и, быть может, кому-то это пригодится. Итак, часть вторая, сама суть игры на варгане. Вот этот варган очень чувствительный, ну, по крайней мере, для многих. Для меня я могу играть на нем как угодно. То есть точно, часто, быстро, без разницы. А люди обычно, у них происходит вот это. В чем причина? Многие люди держат варган либо вот так, либо вот так. Они думают, что это якутский хват, но сами зажимают. Вот. Тем самым они зажимают и так достаточно мелкие зазоры и думают, что варган поломанный или неправильно сделанный. Варган на самом деле не поломанный. Дело в том, что зажимающий варган так, вы направляете силу сюда и сюда. То есть сила идет на сдавливание дек, что неправильно вообще по сути игры варгана. Варган должен быть четко прижат к зубам, и сила должна быть направлена только на ваши зубы. Никаких сдавливаний дек как бы нежелательно, если варган чувствительный, а такие встречаются, например, даромбы венгерские. Вот. Суть в том, что силу нужно направить на зубы. Для этого существует очень замечательный хват, которым играют, в принципе, все мои ученики, и которые умудряются. Это два пальца сюда, язычок с этой стороны, два пальца сюда, и палец большой ставим снизу на деке. То есть сейчас мы видим, что пальцы давят не сверху, не вот так, а именно на кольцо. Тем самым убираю этот большой палец, является моими зубами. Убирая я палец, варган ушел на меня. То есть сила была направлена на меня. Это, в принципе, идеальный хват для любого варгана. В принципе. Подставив к зубам на вот эти площадки, можно играть. Это хват. Потому как нужно ставить варган, то есть зубы на варган. Почти у каждого варгана есть площадочки для зубов. Они находятся за язычком, вот такие вот площадочки. В основном все варганы имеют квадратную форму в сечении впереди варгана. То есть зубы мы ставим вот так. Многие начинают ставить зубы вот так. То есть кусает варган сверху, что тоже неправильно, соответственно вы опять зажимаете варган. Зубы ставим именно на площадке. Для начала, для тренировки, можно просто поставить зубы и убрать губы, потому что второй вариант, который вызывает соки, это ваши губы. То есть просто ставим зубы, держим хватом, который я показывал, и пробуем бить. Итак, если при этом возникают соки, вы проверяете хват, не зажали ли вы его где-то, и проверяете, как поставили зубы. Соки также возникают, потом в дальнейшем вы проверяете ваши губы. То есть, если вы зажимаете губами,
то цокот также возникает. И четвертое, что вам нужно проверять, это бой. Бой должен быть строго перпендикулярным органу. Если вы бьете по язычку чуть вверх или вниз, то также получается цок. То есть для правильной игры вы ставите правильный хват, ставите зубы и проверяете. Цокает, проверяйте хват. Хват проверили, у вас продолжает цокать, проверяете зажим зубами. Продолжает цокать, выставляете бой рукой. Продолжает цокать, расслабляете губы. Это вот 4 типа, которых нужно каждый раз контролировать, и со временем вы научитесь играть на варгане не цокая. Мой фотоаппарат пишет видео по 10 минут, поэтому видео составлено из 3 частей. Вот. Итак, следующее. В той части я обучил вас, как нужно держать варган и как играть. Соответственно, чтобы правильный бой. Мне не нравится, это мое мнение, мне не нравится бой большим пальцем. Во-первых, контроль большим пальцем очень слабый, подвижность большого пальца не такая, как у всей руки в принципе. Вот. Многие начинающие играют именно большим пальцем, да и может быть профессионал, я не знаю, но профессионалов я таких не встречал. Вот. Мне он не нравится. Если кому-то нравится, играйте, но я скажу, что в принципе новичкам большой палец лучше не задействовать. Есть 3 вида боя, которые в принципе, которые я встречал у профессионалов и которые люди постоянно на них играют. То есть это бой ладонь, вы берете ладонь открытую, как будто хотите дать пощечину. Не вот так пальцами, не растопырку, а прям напряженная ладонь, чисто ладонь. Торчит только средний пальчик. И этим средним пальчиком вы бьете по варгану непосредственно перпендикулярно. Вы двигаете руку, не палец, как многие начинают делать, а именно руку. То есть идет рука перпендикулярно варгану. Еще я забыл сказать в той части, почему все думают, что надо держать варган так. Это якутский хват, и все ориентируются на якутов. На самом деле у якутов идет сила не на сжатие дек. Они держат деки, направляя на себя. Сейчас я уберу палец, сила пойдет на меня. Видите, куда уходит варган? То есть якуты знают, как держать варган правильно. Соответственно, а многие думают, что они именно держат вот так. На самом деле они давят. Здесь у них упор, а здесь они давят на зубы. Вот и все. Вот весь принцип якутского хвата. Часть 4. В тот раз я вам показал один из видов боя. Есть второй вид боя. Вроде как он называется якутский, точно не знаю. Иногда я на нем играю, на больших варганах, иногда на медленных, чтобы ускориться. Это кисть, она расслаблена и вот так вот болтается. Вы бьете не пальцем, потому что происходят зацепы, вы бьете именно кистью, то есть у вас шевелится кисть. Вот эта часть стоит абсолютно на одном месте и шевелится только кисть. Ну и последний бой, который я редко использую, только на маленьких варганах мелодичных. Он мне не совсем нравится за неточность, но в принципе многие его используют, кому как удобно. Я его сделаю так, ставлю под подбородок, под упор. То есть кисть находится у меня под подбородком в упоре, один палец торчит. Но в основном этот бой подходит для медленных, мелодичных, размерных игр, по моему опыту. Итак, как говорится, повторение мать учения. Повторяем, как нужно держать варган. 2 пальца сверху, 1 палец снизу посередине, большой палец. Ставим зубы на площадке варгана. Полностью фиксируем варган во рту. Опускаем губы, не напрягая, просто опускаем на варган. И бьем. Ровно перпендикулярно варгану. Не вниз, не вверх, ровно перпендикулярно.
3 видами боя. Собственно, это начальная стадия игры на варгане, вы можете уже экспериментировать. Итак, теперь о самой сути игры. По моему опыту, то есть, что я умею делать, на самом деле я не профессионал игры на варгане, в этом я признаюсь честно, и не буду преувеличивать, просто захотел именно записать видео, чтобы люди умели играть, потому что найти видео по обучению первоначальному я не смог, и решил сделать это сам. Вот, соответственно, чтобы играть на варгане, существует 4 типа артикуляции. Это губы, язык, гортань и легкие. Начнем, наверное, с самого простого, то есть самого элементарного, который не дает нам всей прелести звучания, это губы. То есть губами можно менять резонаторскую полость, тем самым производить вау-вау-вау и что-то в этом подобное. Вот, допустим, так. Или уголком рта, или 2 уголками, как кому удобно. Это губы. Вторая артикуляция — это язык. Язык дает трели, прелести и все такое. То есть... Тут главное не стесняться, это самая интересная часть управления языком. Вот. В том интересное то, что поначалу вам будет, в любую сторону вы засунете язык, в любую сторону повернете, звук будет меняться. Это очень интересно в познавании. Вот. Пробуйте, экспериментируйте, двигайте его назад, вперед, влево, вправо, да хоть куда вам позволит фантазия. Главное, не суйте язык вперед, потому что к самому варгану. Иначе есть возможность того, что язычок варгана закусит ваш язычок. Такое бывает, бывают варганы такие кровавые, даже был случай тогда, когда у человека не играл варган, вот, он приобрел у меня варган, он как бы не играл на нем, почему-то не было звука. И произошло так, что варган его укусил. То есть, вот, и после этого какое-то произошло, видимо, кровавое смешение варгана, ну, как сказать, кровное родство, и варган заиграл, и человек влюбился в этот варган, вот, и сейчас он с ним. Итак, третья артикуляция — это гортань. Это самая важная артикуляция для тех, кто играет мелодические мелодии. Я могу поставить ноты, но, к сожалению, сейчас нет опыта у меня в том, чтобы ставить ноты не подряд, а в определенные порядки. То есть варганно-нотная запись пишется циферками 1, 2, 3, 4. То есть сейчас я покажу вам 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. То есть вот это, что я могу. Гортань именно берет ноты на варгане. Варганы все нотированы у меня. И вот это ре диез. Сейчас я вам покажу сам звук ноты и работу гортани. Ну и так приближенно какую-нибудь мелодию, которая когда-то звучала, но я ее не могу по нотам вставлять, просто чисто по звуку. То есть, в принципе, на варганах учит Ирина Богатырева, вы можете найти в Москве, в Там музыке. Вот, она учит играть именно нотную игру. Замечательный учитель, я вам ее советую. Итак, 4-й тип артикуляции, самый важный, это ваше дыхание. У многих, также я на фестивалях сталкивался, да и вообще по жизни сталкивался с людьми, которые берут варган в руки, им говоришь, работать диафрагмой. Человек не понимает, как работать диафрагмой. Понимаете, мы настолько замкнулись в своем мире, настолько замкнули свое тело, что мы уже не используем функционал тела на 100%. Люди
им говоришь работать диафрагмой, они не могут это сделать. Работа диафрагмой — это основная красота вашего варгана. Это такт, это то, что вы можете экспериментировать, сочетать с остальными методами артикуляции. Вот сейчас я покажу пример работы диафрагмы. Без языка, без губ, без гортани. Просто диафрагма. Поначалу, кому будет сложно работать диафрагмой, вы можете производить звуки т-к, т-к. То есть это ваша работа диафрагмой. А потом вы уже научитесь просто дышать, разработать диафрагму, что будет вам очень полезно. Итак, попробуем сейчас в этом уроке совместить все. Работу диафрагмой, работу гортани, работу губами и работу языком. Сочетая все эти 4 типа, мы получаем непосредственно саму мелодию, саму красоту звучания. И вы можете творить просто неописуемые вещи. Встречаются такие люди, которые реально за 1-2 дня начинают играть лучше, чем я. Были у меня такие. Вот на крутушке был один турок, он был просто великолепен. Вот. Поэтому не стесняйтесь, экспериментируйте, пробуйте. И, собственно, вот попытка сочетать все вместе. Ну вот в следующей части я расскажу, как делать некоторые фишки, которые... Извините. Итак, о фишках, которые я умею и которые могу научить. Начнем с тр. Тр. То есть можно делать тр, можно делать х, то есть обратным дыханием. Получается это примерно так. И обратно. Пробуйте, экспериментируйте. Вторая фишка, которую я могу научить, это дыхание язычком. То есть в основном все варганы находятся ровно посередине дек, и тем самым заводить дыханием их невозможно. Но вот меня научили на крутушке. То есть вы берете, также держите варган, как держите, и у вас палец находится здесь, сзади. Этим пальчиком вы немножко отводите язычок в сторону, давите на язычок. Тем самым получаете и дышите на себя. То есть тем самым получается завод языка без участия рук. Еще раз. Это очень интересно именно непосредственно в игре получается. То есть вы держите, переключаете так. Итак, продолжаем о фишках. Есть такое понятие на гитаре, как флажолет. То есть, когда вы держите варган, некоторые держат варган двумя другими пальцами. То есть, фокусировка у меня плохая. И вот этим делают флажолет. Двигают непосредственно по язычку. Я предпочитаю держать также двумя пальцами и просто этот пальчик опускать на язык. Получается примерно так. Сначала без него, потом с ним.
можно уже играть трансовую музыку, кому как, собственно, получится. Итак, заключительная часть. Попробуем все повторить, все сразу. Это берем хват, ставим два пальца сверху, один палец посередине. Ставим зубы. Играем строго перпендикулярно, любым из трех боев, которые я показывал. Задействуем губы. Задействуем язык. Задействуем гортань. И задействуем самое главное, это наша диафрагма. Теперь используем фишки рычания. Используем фишку разгонку языка. И используем фишку флажолет, так называемый. Собственно и все. Пробуйте, экспериментируйте, удачи вам в игре на варганах. И помните, варган — это не просто инструмент, это ваш инструмент.